Здравствуйте, на телеканале БСТ время подводить итоги недели. В студии Анастасия Чубаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Мамочку, любимая, дыши, мы тебя ждем домой. Письма от родных голосами медиков. В Сельтамакском госпитале врачи зачитывают весточки от близких пациентам в реанимации. Для них это очень важно. Знать, что ты нужен кому-то, что тебя ждут, это самое главное в нашей жизни. Коридоры заполнены больными. Те, кого отвоевали у смерти, не могут сдержать слез. Я буду благодарна до конца своей жизни. Торговые центры не для всех. В республике начали действовать новые ограничения, вход строго по пропускам. Пошли мы, знаешь куда? Сертификат. Охренеть совсем. Меры непопулярные, но количество вакцинированных в последние дни уже бьет рекорды. Знакомый, он болел ковид, я это видел. И после этого, мне кажется, надо вакцину сделать всем. Дорогу пешеходу в башкирской столице появится Уфимский Арбат, и улица Октябрьской революции станет прогулочной. Все самые влиятельные люди Уфы жили именно здесь. Как изменится облик улицы, запретят ли полностью движение автомобилем и что станет с историческими зданиями, узнала Айгуль Хатыпова. Конечно, важно эти все дома сохранить. Башкортостан встал на рельсы, как из Уфы запустили состав в московском метрополитене. Вагоны с башкирской историей, что знают о республике сотрудники метро, и есть ли среди них потомки первых метростроителей из Башкортостана. Пьяная уфимка на дорогой иномарке до дома не доехала всего несколько метров. Сотрудники ГИБДД, остановив «Мерседес», почувствовали запах алкоголя. В машине инспекторов женщина сидела, уже завернувшись в пальто. Но не из-за холода, а пытаясь скрыться от камер. Пройти проверку алкотестером у автоледи получилось далеко не с первого раза. Сразу 3 инспектора пытались научить женщину выдыхать. Дуйте, не дуете вы. Ну как я не дую, как могу, так и дую. Но не дуете, нет выдоха. Дуйте. Ну как я не дую? Но не дуете же. Наберите легкий воздух. Выдувайте. Дуй, вот. Прерывайте же. Прерывается, видите, прерывается. Как шарик надо дуть-то 4 секунды всего. Я не могу так дуть. Значит, пишите отказ, я не знаю, как это будет. Но вера инспекторов и несколько десятков попыток все-таки принесли результаты. Почти 0,6 промилле показал алкотестер. Пьяный за руль она садится уже не в первый раз. Теперь нарушительнице грозит уголовная ответственность. За последние 2 суток сотрудники ГИБДД задержали более сотни пьяных водителей. В Уфимской Шакше нетрезвый мужчина за рулем Nissan Альмеры устроил ДТП. Прибор показал более 1 промилле. А почему вы в состоянии опьянения сели за руль? По необходимости. Республиканская госавтоинспекция проводит широкомасштабные профилактические мероприятия. Особое внимание уделяется грубым нарушениям правил дорожного движения, а также нетрезвым водителям. В рейдах задействован практически весь личный состав госавтоинспекции республики. При этом дислокация каждого экипажа постоянно меняется. Из-за COVID-19 за последние сутки Башкортостан потерял еще 35 жителей. А диагностировали вирус у 661 человека. В больницах находится больше 1000. Из них в тяжелом состоянии 49 на ИВЛ-16. Палаты и коридоры медучреждений по-прежнему заполнены пациентами. О том, как борются и спасают жизни в Сельтамакском ковид-госпитале, в следующем репортаже. Мамочку, любимая, дыши, мы тебя ждем домой. Переворачивайся аккуратно, чтобы трубочку не зажать. Очень волнуемся и переживаем за тебя. Любим, целуем, обнимаем крепко-крепко, ждем домой. За эти месяцы они стали голосами детей, жен, мужей, внуков, братьев, сестер, а эти маленькие листочки – единственной связью, письма, которые всегда доходят до адресатов. Весточки от родных читают даже тем, кто находится без сознания. Им это особенно нужно. Они иногда еще и фотографии туда вкладывают, особенно которые в возрасте. Фотографии вкладывают внуков, правнуков. Некоторые иногда даже доходят, что просят фотографию кошечки или собачки любимой, чтобы прислали. Они стараются, карабкаются, начинают, все равно как-то их подбадривает. На некоторых очень они начинают прям с этими письмами лежат практически, вот прям не отдают, лежат, это вот обнимут это письмо или фотографию, да. Конечно, для них это очень важно. Знать, что ты нужен кому-то, что тебя ждут, это самое главное в нашей жизни, что ты кому-то нужен в этой жизни. Поэтому врачи не устают просить, пишите. Это почти то же самое, что письма на фронт.
В реанимации сейчас 42 человека, и очень часто эти кровати пациенты покидают не из-за перевода в палаты. Регулярная потеря больных – вот к чему по-прежнему не могут привыкнуть врачи. В доковидные времена медики теряли в десятки раз меньше пациентов. Смертей было очень мало, 1-2 за месяц. Но здесь, к сожалению, приходится сталкиваться с тем, что очень много людей погибают. Столько труда, столько любви, там, ухода и всего остального пациентам, да, привязываешься к этим пациентам. Но когда вот, несмотря на все наши усилия, когда пациенты уже, к сожалению, вот, умирают, опускаются руки, конечно, да. И это сложно, это психологически очень тяжело. Первые дня вот меня ходил и говорил: жить хочешь? Я говорю: да. Он говорит: жить будешь? Я говорю: да. И спасают врачи от выгорания те, кого спасли они. За жизнь Любовь Степановой врачи боролись месяц, вытащили. Медики отправляют ее домой на долечивание. И благодаря своим ангелам-хранителям, это заведующему Тимуру Аритовичу, а моему лечащему врачу Елене Бахтияровой, я сейчас с вами разговариваю, я с вами живу. Мне было очень плохо. Эти два ангела-хранителя, которые меня вытащили оттуда, честное слово, я буду им благодарна вот до конца своей жизни. В сутки в больницу поступает по 50-60 человек. В коридорах кровати стоят уже по 2 ряда. Временным домом госпиталь стал и для врачей. Многие медики живут вдали от родных в общежитии рядом с больницей. И если бы не видеосвязь, они бы и не видели, как растут их дети. Папа молодец, папа спасает жизни. Скучаем, мы общаемся. Георгий Шакуров, хирург, приехал из Свердловской области. В Стерлитамакском ковид-госпитале в условиях красной зоны проводят операции. И спасать таких пациентов куда сложнее. Психологически тяжело именно самое тяжкое состояние пациента. У нас есть, в принципе, в хирургии достаточно тяжелая категория пациентов. Это больные сахарным диабетом. У них большинство операций протекает с какими-либо осложнениями. Здесь на это все еще накладывается гипоксия организма вследствие пневмонии, инфекция, которая вызывает также интоксикацию организма, что тоже снижает его функции. Помогает и собственная лаборатория. По оснащению одна из лучших в республике. В южной части региона ничего подобного нет, поэтому лаборатория пригодится и в мирное время. Она будет обслуживать сразу несколько районов. Здесь, значит, мы будем исследовать бактериологические исследования. Абсолютно весь спектр мы сможем определять. На местах, в участковых больницах, в районах будет производиться забор на бак исследования. Вот. Организована будет курьерская служба. Сейчас здесь проводят ПЦР-исследования и анализы на антитела. Также благодаря лаборатории врачи-клиницисты могут корректировать лечение. Сотрудники определяют чувствительность к антибиотикам, диагностируют возбудители инфекций. Сейчас из-за большого количества заболевших рабочий день лаборантов заканчивается ближе к полуночи. В общем, пока мы не обработаем весь материал, мы не уходим. Мы работаем это для пациентов. Хочется выдавать качественные результаты, и чтобы, как говорится, и вплотную и с клиницистами помочь им разобраться. Раньше Резида Усманова занималась диагностикой рака. Как и многие, и представить не могла, что так круто поменяется жизнь. Выдохнуть пока не получается. Сейчас мы находимся на пике, на стадии, так можем сказать, плата. Пока уменьшения мы не наблюдаем. Нагрузка на одного врача – это где-то 27-29 пациентов на одного врача. В госпитале лежат 360 человек. Сюда доставляют пациентов в состоянии средней тяжести или уже тяжелом. И уже находясь здесь, многие из них хотят обратиться к тем, кто по ту сторону больничных стен. Пожалуйста, носите маски. Пожалуйста. Было очень тяжело. Очень тяжело. На этой неделе в республике начали действовать антиковидные ограничения для посещения ряда общественных мест. В торговые центры, театры, кино, музеи, междугородний транспорт попасть теперь можно, показав сертификат о вакцинации либо его QR-код. Также действуют справки о недавнем перенесенном COVID-19 и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 3 дней. В первые дни между посетителями и антиковидными контролерами нередко возникали конфликтные ситуации, а некоторые ТЦ и вовсе пришлось закрыть из-за игнорирования указа главы региона. Подробности моего коллеги Эмиля Басареева. Сертификат с собой нужно иметь.
Откуда я знал? Вы не первый, который сказал. Извините, пожалуйста. Мне от ветеранов, я не могу сюда зайти. Если бы я знал, я 5 таких ваших документов сделал. Первый день действия новых ограничительных мер для охранников обернулся не только дополнительными обязанностями, проверкой необходимых документов и QR-кодов, но и стрессоустойчивости. После слов некоторых посетителей, жалуются сотрудники, хочется вооружиться не только термометрами, но и берушами. Весь негатив нам. Чтобы мы все сдохли с вашей вакцинацией. Мужчина буквально 5 минут назад это все сказал. Как будто сегодня ночью они спустились с Луны. Мы ничего не знаем. Пожалуйста, читайте. Это не мы придумали. Это уже давно говорится. Но если охранники-мужчины еще как-то могли остудить негативный пыл некоторых жителей, то в Чешминском районе хрупкие девушки просили о помощи. И было бы неплохо, если бы с нами стоял сотрудник полиции, потому что не все адекватно восприняли вот этот указ. Драться у нас нет возможности. У сотрудников торговых центров на телефонах установлены специальные приложения. С их помощью проверяется подлинность QR-кодов. Но для входа в ТЦ подойдет и бумажный сертификат о вакцинации. Кроме того, можно предъявить справку о перенесенном в последние 6 месяцев ковиде или отрицательном ПЦР-тесте, который действителен 3 дня. Но в первый день далеко не все смогли попасть в торговые центры. И магазины подвели итоги. Минимум на 50% посещаемость торгового центра она упала. Соответственно, на 50% минимум пойдет выручка у наших арендаторов. Какая-то часть арендаторов, мы думаем, закроется, как это было в первую волну пандемии. Однако у многих, кто не смог попасть в этот день в торговый центр, просто не оказалось при себе необходимого документа. Все понятно, все сделаем, прививку сделали, но с собой нет доказательства, будем с собой иметь. Не смогли уехать и многие пассажиры междугородних рейсов. Десятки человек на Южном автовокзале получили запрет на посадку из-за отсутствия сертификатов и справок. Соблюдение антиковидных ограничений мониторят сотрудники администрации по всей республике. В некоторых районах, как, например, в Ишимбае, им пришлось едва ли не разнимать людей с разными точками зрения на новые ограничения. Не принудительно. Нет, стали принудительно. Я с тобой не разговариваю. Иди молча. Я с тобой не разговариваю. Рот закрой, иди молча. Ты закрой свой рот. А то кишки просто. А то закроешь и харю свою. Кстати, в том же самом Ишимбае один торговый центр инспекторам и вовсе пришлось закрыть. Чтобы зафиксировать нарушение, проверяющим достаточно было просто войти внутрь. На входе ни термометрии, ни обработки рук. Что уж говорить о проверке сертификата о вакцинации. Делать это некому. Весь персонал – продавцы, каждый в своем магазине. Инспекторы обошли несколько точек торгового центра. И везде ситуация похожа. Халатное отношение к противоэпидемическим мерам. Недалеко ушли и покупатели. Да. Пошли мы. Знаешь, куда? Сертификат. Охренеть совсем. В Ишимбайский торговый центр «Палуба» проверяющие приходят уже в 3-й раз. Владельцы упорно замечания игнорируют. Роспотребнадзор на 5 суток приостановил деятельность ТЦ. Плюс к этому документы передадут в суд, который может продлить ограничительный срок до 90 дней. За нарушение санитарных правил предусмотрен административный штраф на граждан от 15 до 40 тысяч, на должностных лиц от 50 до 100 тысяч, на юридических лиц предусмотрен административный штраф от 100 тысяч до 300 и предусмотрено также административное приостановление деятельности. К выходным ситуация уже устаканилась. Конфликтных случаев стало возникать гораздо меньше. Не имеющие при себе необходимых документов посетители молча разворачивались на входе. И таких были, по сути, единицы. Секундочку. Год рождения. Подходите. Так тщательно проверяют на входе посетителей в торговом центре Леруа Мерлен. Вопрос о дате рождения при сканировании QR-кода задают неспроста. Таким образом вычисляют, подставной код или нет, показывает человек. На входе дежурит целая бригада работников крупного ритейлера. И тем, у кого нет необходимых документов, вход запрещен. Тем не менее, внутри торгового центра покупателей много. Прививку сделали летом. Уже после того, как переболели 1 раз уже коронавирусом. Но я считаю, что это правильно, вынужденные меры. Чем быстрее все вакцинируемся, мы уйдем из этой ситуации. И то, что вакцинируем, проблем нет с этим. Показываем QR-код и везде пропускают. С 18 октября новые ковид-ограничения коснутся салонов красоты, спа, массажных и косметических салонов, соляриев, саун, бань, фитнес-клубов, а также физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов. При их посещении необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации или же отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 3 суток назад, или же справку о перенесенном за последние полгода COVID-19. Эти же правила будут действовать
действовать и для заведений общепита, если в них 50 и больше посадочных мест. Кстати, справку об отрицательном ПЦР-тесте в ряде общественных мест и учреждений, а также в междугороднем транспорте будут принимать только до 27 октября. Эмиль Басарев, Анастасия Ильчебаева, Артур Шамсудинов, Азамат Мухамедшин, Артур Ханов и Равиль Рахимзянов. Итоги недели. Суббота стала рекордной по количеству сделанных вакцин в Башкортостане. В выходной день привились около 40 тысяч человек. Из них больше половины первым компонентом. Сейчас это основной метод борьбы с коронавирусом. Специалисты отмечают, для того, чтобы она была эффективной, нужно привить не менее 80% населения. На неделе опубликован список категорий граждан, которые обязаны сделать вакцину от COVID-19. Подробности далее. Молитва Всевышнему за спасение, но в благодарность к людям приземленным. Фанис Суроров, мулла, читает суру за благополучие медиков, которые его спасли. Всего неделю назад он едва не отправился на тот свет. Мужчина заразился коронавирусом. На скорой его доставили в красную зону. В ад попал, Малахаем, в ад. Пришел туда, елки-палки, все в скафандрах бегают. Думаю, куда я попал? Девушек по заводочек, иди, это и живая, это щупать, это пора им обтра. Смотрю, теплое тело, значит, я говорю, во двор работают живые люди. Мужчина рассказывает, не собирался прививаться, а теперь, спустя полгода, когда антитела пойдут на спад, хочет сделать вакцину. Говорит, в тот самый ад обратно не хочет. Сейчас акцент в борьбе с COVID-19 сделан именно на прививочной кампании. В общей сложности ее должны пройти почти 2,5 миллиона жителей. С 13 октября объявлена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Об этом на брифинге в Минздраве заявила главный санитарный врач республики Анна Казак. Не менее 80%, не менее. Почему такая цифра? Потому что, безусловно, у нас в коллективах есть люди, у которых есть хронические заболевания, либо это беременные женщины и так далее. Есть разные противопоказания, поэтому 80% это та статистическая цифра, которая обязательно должна быть выполнена для того, чтобы у нас была прослойка иммунная и вирус не мутировал, не получал развития, не распространялся. С полным документом можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора по Башкортостану. Вакцинироваться первым компонентом данные граждане должны до 18 ноября, а вторым до 18 декабря. Также для людей 65+, введен режим самоизоляции, но он не касается привитых. На такую меру пришлось пойти из-за высокой смертности среди пенсионеров. Но вы видите, это практически 70% от госпитализированных, практически 80% от умерших от новой коронавирусной инфекции. Пройти вакцинацию можно в мобильных пунктах. Вот, например, для иностранных студентов один такой открыли в Угату. Так что прививку учащиеся вузов могут сделать прямо после пар. Сейчас в уфимских университетах получают высшее образование свыше 350 студентов из 48 стран. Прививку от COVID-19 молодым людям сделают однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Второй день мы уже вакцинируем студентов. У некоторых студентов есть, конечно, медотвод в связи с получением прививки от гриппа, либо по болезни. Есть студенты, у которых есть вакцина, сделанная в своей стране, сертификаты из своей страны. Почему я вакцинирую? Я считаю, потому что когда вакцину сделал, ты себе, не только себе беречь и защищать от всяких микробов, болезней, а также ты и защищаешь окружающие. Потому что у меня знакомый, он болел ковид, я это видел, и после этого, мне кажется, надо вакцину сделать всем. В Уфе централизованно ПЦР-исследования делают в 13-й городской больнице. Анализы там обрабатывают из 23 медучреждений. На неделе поступило новое оборудование. Раньше выделение РНК коронавируса из мазков пациентов происходило вручную. Благодаря автоматике процесс стал быстрее. К примеру, 96 образцов обрабатывали 1,5 часа. С помощью анализатора на это уходит 18 минут. Дополнительно больница получила амплификаторы, которые определяют результаты. Это также позволило увеличить мощности лаборатории до 700 анализов на коронавирус в день. В данный момент мы работаем только с коронавирусом, но если установить программы для различных видов инфекционных агентов, можем работать с разными видами. Башкортостан сейчас переживает самый тяжелый период пандемии. Об этом Ради Хабиров рассказал в интервью одному из федеральных каналов.
По словам главы республики, рекорды по числу заразившихся и умерших от коронавируса бьются почти ежедневно. Тем не менее, система здравоохранения пытается выдерживать такую непростую нагрузку. Вакцинация сейчас основной метод борьбы. Что уж говорить, прививку от COVID-19 делают даже домашним животным. По словам медиков, клинические испытания были успешно проведены. Процедура занимает не более 15 минут. Однако, в отличие от человеческой, такая вакцина платная. Лилия Курбанова, Анастасия Ильчебаева, Динар Таймасханова. Итоги недели. Обновленный состав СПЧ должен быть сформирован до конца октября. Такую задачу поставил руководитель республики. На этой неделе Ради Хабиров принял участие в итоговом заседании Совета при главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Первый состав проработал 2 года с момента формирования. По итогам заседания Совета исполнены 53 поручения главы региона. Было осуществлено более 40 межведомственных совещаний и 80 выездов в города и районы республики по вопросам обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечения льгот для нуждающихся категорий граждан и защиты прав предпринимателей. Мы когда начинали вот эту инициативу и формировали Совет по правам человека в республике, у нас разные мысли были. Но откровенно вам скажу, что я не ожидал, что Совет действительно состоится. Состоится как серьезнейшая, самая главная правозащитная организация. И как, наверное, одна из самых таких реально действующих площадок, где сталкиваются разные мнения, где эти мнения, слышатся друг другом. В Чешминском районе мужчину придавило деревом. Сообщение об этом сегодня утром поступило в Центр обработки вызовов системы 112. На помощь оперативно выехали спасатели Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям и медики. Как выяснилось позже, семейная пара отправилась в лес, чтобы заготовить дрова. Одно из срубленных деревьев упало на другое, которое и придавило мужчину 1983 года рождения. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему и передали его бригаде скорой помощи. Отлетел от удара на несколько метров, но остался жив. А вот ДТП с диким животным оказалось смертельным для всех его участников. Что произошло на этой неделе в республике? Новости короткой строкой от моего коллеги Руслана Батыргареева. Чудом остался жив. В сетях появилось видео момента ДТП в Ишимбае. Водитель Шкоды Октавиа сбил 12-летнего школьника, который переходил проезжую часть по зебре. Мальчика от удара отбросило на несколько метров. На кадрах видно, как подросток сумел самостоятельно подняться и дойти до тротуара. Там он и упал от боли. Известно, что у школьника открытые переломы обеих рук и перелом ноги. Юного пациента прооперировали. В республике выросло число ДТП с дикими животными. Одно из них произошло на этой неделе в Дюртюлинском районе. В результате столкновения с лосихой погибли 2 человека. Как видно на кадрах с видеорегистратора, на дороге животное появилось неожиданно. От удара машину выбросило в кювет. 58-летний водитель и его пассажир от травм скончались до приезда скорой. Лосиха, которая оказалась беременной, тоже погибла. В Уфе вручили паспорт женщине, которая провела 30 лет в рабстве в Туркменистане. В 1991 году еще 20-летняя девушка Гульбина Гильванова уехала знакомиться в чужую страну с родителями жениха. После перестала выходить на связь. 30 лет родные и близкие не знали о судьбе Гульбины. Жених издевался, бил и забирал себе все деньги, которые женщина зарабатывала, убираясь в чужих домах и работая в огородах. В прошлом году, благодаря соседям, женщине удалось связаться с сестрой. Пленницу доставили в Россию. А в день Республики Башкортостан, 11 октября, Гульбине торжественно вручили паспорт гражданки Российской Федерации. Для недопущения распространения птичьего гриппа несколько сел в Шаранском районе включили в зону наблюдения. В соседнем Туймазинском районе действует режим чрезвычайной ситуации. Первый случай заражения птичьим гриппом был выявлен в начале октября в деревне Бешкурай. По предварительным данным, гуси могли заразиться на озере от перелетных птиц. Сейчас по указу главы республики в радиусе 11 километров проходят проверки. Специалисты отбирают пробы крови птиц для исследований на исключение заболевания.
На новом мосту через Белую в Уфе начали укладку асфальта. С первым слоем дорожники уже справились. Второй планируется обустроить в ближайшую неделю. На каждый из слоев уйдет примерно 1500 тонн асфальтобетонной смеси. После завершения всех работ останется провести испытания переправы на прочность, потом сдача объекта. Движение по новому мосту в Ставке планируют запустить в первых числах ноября. Спустя 3 года на месте аварийной школы в Салаватском районе появилось новое образовательное учреждение. На этой неделе состоялось его открытие. Теперь в Лаклах, как раньше, будет своя школа на 80 учащихся. Кстати, после признания здания прежней альма-матер аварийным, детей на уроки возили в соседнюю деревню. А теперь вместо одноэтажной старой у лаклинцев появилась новая двухэтажная школа. В этом же здании располагается детский сад на 40 малышей. Реконструкция памятника Салавату Юлаеву ориентировочно начнется в мае следующего года и продлится 9 месяцев. В Уфе прошел круглый стол с участием представителей власти и общественников. Последних волновал вопрос, где будут проходить работы и сохранит ли первозданный вид памятник после ремонта. Площадку для реконструкции организуют рядом. Для сохранения аутентичности проведут 3D-сканирование. Напомним, чугунная статуя национальному герою была установлена 54 года назад. И с тех пор ни разу не было капитальной реконструкции. Дорогу пешеходам. Идея создания в Уфе пешеходной улицы становится реальностью. Через 2 года в башкирской столице появится свой Арбат. Улицы Октябрьской революции превратят в прогулочную. Как выглядит концепция развития, что будет с памятниками архитектуры и как организует движение транспорта, узнала Айгуль Хатыпова. Все самые влиятельные люди Уфы жили именно здесь. Октябрьская революция принадлежит к числу старейших улиц в Уфе. Памятники истории и архитектуры встречаются здесь буквально на каждом шагу. В прошлом она называлась Большая Казанская и соединяла старую часть города с ее центром. Именно здесь остались практически нетронутые временем деревянные дома с резными наличниками и мансардами. А главное, некий дух старого города. Деревянная или смешанная каменно-деревянная архитектура, которая дошла до наших дней практически в неизмененном виде, это целой улицы. Это уникальный случай вообще для всей страны. И если мы ее сохраним, это будет в первую очередь туристический объект привлекательный. Ну, разумеется, если насытить это все соответствующими объектами. Сделать улицу Октябрьской революции местом притяжения уфимцев и гостей башкирской столицы хотели уже не один раз. По проекту большой пешеходный маршрут начнется от Гостиного двора, пройдет через проспект Салавата Юлаева к мечети Ар-Рахим и спустится через монумент Дружбы к набережной. Главная задача не только сохранить все исторические объекты, но и наполнить здание функционалом, привлекая малый и средний бизнес. Это же простой у нас. Есть арт-квадрат, который тоже задавали вроде как это возможно ли. Тем не менее, все это окупается, все это сделано очень, выглядит эффектно, все это эффективно. За исключением одной, здесь много деревянных домов. И надо предусмотреть противопожарные мероприятия. Все. Полноценное строительство планируют начать в следующем году весной. Большая часть улицы Октябрьской революции будет только для пешеходов. Но при этом движение общественного транспорта и автомобилей сохранится, чтобы не создавать заторов в центре. Из 4 полос оставят только 2 пешеходные зоны, расширят, а по краям дороги появятся велодорожки и зеленые насаждения. А в скверике, вот, который на пересечении с Цурюпа, там будет разбит сквер памяти пожарным, погибшим при исполнении должностных обязанностей. На протяжении всей прогулочной зоны появятся музеи, кафе, магазины и творческие мастерские. Провода, которые сейчас загромождают пространство, планируют спрятать под землю, чтобы получился эффект чистого неба. Обновят инженерные коммуникации и ливневую канализацию. Это серьезные деньги. Республика вложит порядка 2 миллиардов рублей на эти работы. Мы уже потратили на проектные работы. Но это потребует усилий. Но надо сделать красиво раз и навсегда. И это, конечно, серьезная история, потому что мы привлекали и московских урбанистов, и всех людей, которые знают историю Октябрьской революции.
Здесь сосредоточены свыше 40 объектов культурного наследия. Большинство зданий живые, но находятся в аварийном состоянии. Расселили пока только 15 домов. Это примерно 1/3 необходимого объема. После того, как все здания переведут в неживой фонд, их отдадут в аренду инвесторам. Впрочем, детали проекта еще только прорабатываются. Полностью перезагрузить улицу должны к 2024 году, юбилейному для Уфы. Каждый дом – это произведение искусства. И наличники, история. Конечно, важно эти все дома сохранить. Агуль Хатыпова, Азамат Мухаммедшин, Вадим Исламов и Азат Ишбуатов. Итоги недели. В стране проходит всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. По домам отправились свыше 7 тысяч интервьюеров. Главное новшество этой переписи – бумажные анкеты заменили на планшеты. В них загружена программа с 33 вопросами, на которые нужно ответить респондентам. Они касаются социально-демографических характеристик, а также жилищных условий. К слову, заполнить анкеты жители могут и самостоятельно. Это легко сделать на портале госуслуг. По завершению человек получит QR-код, и во время своего визита переписчик его просто отсканирует. Можно обратиться также в любой офис МФЦ. С 18 октября будут работать переписчики, либо волонтеры. Также мы обеспечим возможность переписаться на гостевых компьютерах. При этом сотрудники МФЦ помогут пройти все необходимые процедуры в процессе заполнения переписных листов. На неделе в Конгресс-холле Таратау прошло торжественное собрание, посвященное Дню Республики. И это стало единственным крупным мероприятием, которое прошло 11 октября. В связи с пандемией все масштабные гуляния отменили. Тем не менее, это не помешало жителям региона поздравить свой родной край с днем рождения. Азат Садриев присоединился к теплым словам. Вместо 1000 слов в одном из самых отдаленных от Уфы районов, Абзелиловском, креативно подошли к поздравлению с Днем Республики. Глава местной администрации Ильдар Нафиков вместе со своим заместителем Галимом Султановым сели за руль трактора и вспахали одно из полей. Результат работы можно было увидеть лишь с высоты птичьего полета. И вот что у них получилось. В интернете видеоролики с поздравлениями выкладывали школьники и учителя, сотрудники библиотек, артисты, выходцы из Башкортостана, проживающие сейчас в других регионах и странах. Блогер Денис Ганеев со своим другом исполнили гимн республики прямо в машине. Славься наш Башкортостан! Официальные мероприятия, приуроченные ко Дню Республики, прошли в Уфе. Кроме пригласительного, пропуском на мероприятие также служили термометрия, медицинская маска и сертификат о вакцинации. Без QR-кода на торжественное мероприятие по случаю Дня Республики не пропускали. В фойе Конгресс-холла Таратау гостей знакомили с народными промыслами и историей Башкортостана, о настоящем и будущем региона говорили со сцены. Благодаря вам, дорогие друзья, всем жителям Башкортостана, вся республика сегодня одна большая, как говорят у нас в народе, эме. Везде кипят стройки, возводятся жилые дома, социальные объекты, предприятия. В каждом районе, городе появляются новые дороги, мосты, благоустроенные дворы и подъезды, парки и скверы. В ходе торжественного собрания Ради Хабиров вручил государственные награды и почетные грамоты. Отметили и молодежь, достойно представляющую Башкортостан на международной арене. Я участвовал в компетенции архитектурная обработка камня. Я готовился к чемпионату на протяжении 2 лет. Чемпионат Европы для нас всегда был сложным, потому что там более плотный камень. И, соответственно, нужно его постоянно заказывать и на нем тренироваться. Несмотря на пандемию, регион выполняет социальные обязательства, строит жилье, больницы, школы, детские сады, дороги. Инвесторы заполняют особые экономические зоны, создавая рабочие места и новые производства. Аграрии совершают невозможное, даже в засуху, вырастив и собрав более 2 миллионов тонн зерна. Где бы я ни был, все говорят, что в Башкортостане живут трудолюбивые, радушные люди с сильным характером. Такое уважение к нашему народу я видел, например, совсем недавно, во время визита нашей делегации в Казахстан. Подтвердили это и представители Братской Республики, которые приехали поздравить Башкортостан с государственным праздником. Соперничать регионы могут разве что во время матчей хоккейных команд Салават Юлаев и Борис. Мы сегодня реализуем ряд таких проектов, которые связаны с логистикой, распределением продукции, продовольствия. Вот здесь мы можем очень хорошо поработать. Мы являемся традиционно транзитной страной, и для башкирского бизнеса, капитала есть все возможности выхода через нас в страны Центральной Азии, Южной, Юго-Восточной Азии и так далее.
В своей речи Ради Хабиров отметил не только врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом, но и спасателей, лесников и волонтеров, вставших на защиту башкирских лесов и населенных пунктов во время пожаров в Зауралье. Поблагодарил глава Башкортостана и своих предшественников Муртазу Рахимова и Рустема Хамитова за достижения региона. Медалью за трудовую доблесть глава республики наградил бывшего руководителя башкирского Кабмина Рафаэля Байдавлетова. Жизнь оживилась. И смотрю, везде стройки. Это очень нужные стройки. Поэтому это люди видят. Ну, конечно, здорово мешает вот эта пандемия. Поздравить жителей Башкортостана с праздником приехали гости из Донбасса. Делегацию возглавил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что два братских региона связаны не только общей историей. Если говорить о настоящем, безусловно, нам есть где еще налаживать взаимодействие. И, наверное, от дружеских, тесных связей пора переходить еще к экономическому взаимодействию. И это у нас тоже в планах. День республики – общий праздник для более чем 100 национальностей, проживающих в Башкортостане, и именно люди делают регион комфортным для проживания. Сегодня можно с уверенностью сказать, многообразие культур и дружба народов – главное достояние нашего общего дома. Азат Садриев, Артур Ханов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Уфа. День республики отметили и в Москве. На линии Сокольнической запустили стилизованный состав под названием «Алга-Башкортостан». Поезд выехал из электродепо «Северное». Запуск состоялся в режиме телемоста между Уфой и столицей. Запуск поезда разрешаю. Запуск состава в московском метрополитене по команде из Уфы. На рельсы Сокольнической линии вышел поезд «Алга-Башкортостан». В режиме телемоста на связи с пунктом отправления была республика. Ярким орнаментом украшены вагоны. На первом, словно встречая пассажиров, изображена башкирская девушка. Это орнамент ковра. Было одно из таких предложений, где мы именно вот такой вот геометрический башкирский орнамент стилизовали под современную пикселизацию. И вот, значит, в этих пикселах рождается, расшифровывается Башкортостан. Поезд состоит из 5 сдвоенных вагонов. В каждом отдельная тема. Внутри рассказ о достопримечательностях, истории, культуре и природе республики. На первой экскурсии в качестве гида представитель дирекции международных транспортных коридоров Минтранса России. Впрочем, о сладкой стороне Башкортостана в столице страны уже наслышаны. Сердце нашей республики – это шаканы, это башкирская дикая пчела, это мед. Мы надеемся, что вот благодаря маленькому вот этому кусочку истории, культуры Башкортостана, жители республики, жители столицы смогут посетить уже нашу республику. Ну, вообще, ваш мед – это такое традиционное лакомство, мне кажется, в каждой семье российской и ценится очень высоко. Я сама это очень люблю, поэтому каждый день практически пью чай с вашим медом. Среди работников метро много и самих уроженцев Башкортостана. Однако корни идут еще с зарождения подземных тоннелей под Москвой. Строить метрополитен было решено 90 лет назад. Оказалось, не хватает рабочей силы. На помощь тогда ехали жители Башкортостана. Самый большой отряд добровольцев прибыл из Краснокамского района. Около 5000 человек копали тоннели, вбивали сваи. Все вручную, с обычными лопатами. Каждый 15-й строитель первой очереди был из республики. Так появились несколько станций на линии Сокольники, Красные ворота. Руководство Краснокамского района и метрострой заключили социалистический договор. Взамен на свободную рабочую силу и помощь продовольствием, обучение ведущим профессиям и помощь в укреплении экономики. Почти 5000 работников из Краснокамского района, тогда еще Республики Башкортостан, прибыли сюда строить первые станции метрополитена. Именно они начали строительство, именно они запустили ход начала такого большого транспортного узла. Сейчас в метрополитене работает почти 65 тысяч сотрудников, и понятно, что среди них есть достаточно большое количество выходцев из Башкирии. Конечно, на высоких должностях, может быть, не так много, как хотелось бы, но и тут есть. Алга-Башкортостан за рейс уже преодолевает по тоннелям дистанцию в 44 километра. Сокольническая линия самая длинная, на ней 26 станций. Возможно, сев на одной из них, кто-то вдохновится так, что решит не останавливаться и доедет уже до республики. Лилия Курбанова, Гульнара Абдурахманова, Камиль Янбердин. Итоги недели. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.